Нурджигит Бахтбекович, пройдите к трибуне. Вы успели ознакомиться с предметом нашего рассмотрения? Да, успел. Успели, да? Вот, пожалуйста, предоставьте нам позицию ГКНБ по этому вопросу. Госкомитет считает, что по вопросу проведения следственных действий с участием судьи, что на момент проведения следственных действий каких-либо ограничений, а также задержаний с ее участием не происходило. Был проведен всего лишь следственное действие как обыск, при этом свободу ее никто не ограничил. По фабуле, которая здесь указана, имеется то, что нарушение по нормам УПК, делать паузу во время проведения обыска на такие личные нужды, как в уборную сходить, она не предусмотрена. Также при этом комитет считает то, что для привлечения к уголовной ответственности было необходимо провести все следственные действия, а также Нурджигит назначение... Бахтбекович, я извиняюсь, что я перебиваю вас, да? Я вам хочу небольшую корректировку сделать относительно ваших ответов, да? Нас сейчас не интересуют обстоятельства того конкретного дела, что легло в основу обращения вот заявителя с данным вопросом в Конституционный суд. Речь идет о том, что по действующему УПК, в отношении судьи возбуждается дело только генеральным прокурором, после чего проводятся соответствующие следственные действия. Но поскольку в связи с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса у нас появилась еще одна стадия досудебного производства, да? Это доследственная проверка. То есть это момент регистрации в ЕРП, то есть кто имеет право регистрировать ЕРП, и проведение ряда неотложных следственных действий в рамках вот этой доследственной проверки, то есть до возбуждения. И сейчас стоит вопрос. Такое процессуальное дозволение то есть в ЕРП может, в общем-то, на сегодняшний день зарегистрировать любой сотрудник, да, правоохранительных органов, уполномоченный, вот, и провести ряд следственных действий до возбуждения уголовного, то есть до того, как материалы попадут к генеральному прокурору, да. Здесь мнения разделились. Я вам это говорю, потому что вы не присутствовали и вы не участвовали в предыдущем заседании. И здесь мнения разделились относительно того, вот эта процессуальная ситуация, когда в ЕРП может зарегистрировать, в общем-то, сотрудник правоохранительных органов, проводится ряд каких-то неотложных следственных действий до возбуждения, и только после этого предоставляются материалы генеральному прокурору. Вот эта ситуация, изначальная ситуация, насколько она влияет ли на принцип независимости судей? Могут ли допускаться при этом какие-то, ну, не знаю, провокации или какие-то формы давления на судью именно вот этими методами? Или это не так, по мнению органов национальной безопасности? Мы здесь рассматриваем вопросы права, да? Мы сейчас не даем какой-либо оценки вот тому делу, о котором вы сейчас говорите. Вы сейчас скажите именно о тех нормах УПК, которые лежат в основе, что можно делать в отношении судей. Ну, уважаемый суд, то, что вы отметили при получении заявления в отношении, допустим, судьи, комитет считает то, что чтобы также можно было регистрировать в плане того, чтобы проводить необходимые следственные действия в рамках доследственной проверки для собирания доказательств в дальнейшем, чтобы, если это подтвердится, передаче генеральному прокурору и Совету судей для привлечения к ответственности судьи. Поэтому мы считаем то, что в рамках УПК, чтобы заявление, которое поступало, было рассмотрено сотрудником, получившим также любым следователем, без направления материала прокурору, так как эта процедура может
пока вот этот момент материалы дойдут до генерального прокурора, они изучат, они пройдут через, допустим, несколько рук, которые могут потом эту информацию, грубо говоря, ну, передать иным лицам, да, которые не имеют никакого отношения к данному материалу. И в дальнейшем эта уже информация будет не в тех руках, и к тому моменту уже, допустим, во избежание уголовной ответственности лица, которые, допустим, занимались противоправным действием, могут уже знать, владеть информацией необходимой, что уже имеются какие-либо материалы, и мы считаем то, что до момента привлечения судьи к уголовной ответственности, чтобы вот эти необходимые следственные действия могли проводить в рамках УПК. Поэтому наша позиция такова, то, что чтобы все было так же, как и вот было указано в нормах Уголовного процессуального кодекса на стадии доследственной проверки. Ваша позиция понятна. У вас есть еще дополнить? Нет, в принципе. Именно в этом смысле, в рамках вот того объема информации, которую вы сказали. Есть еще дополнить? Нет?